это как будто, значит, перепрыгнуть из каменного века вот, значит, в современность. Вот что произошло на телевидении за 25 лет. Это был достаточно очень тяжелый процесс как бы перехода с линейного ленточного на нелинейный компьютерный монтаж. Мы, как бы молодежь, это поняли очень быстро. И наши дети, они все выросли в студии. Смена поколений, связь поколений. Связь поколений продолжается в истории телевидения удивительнейшим образом. Наши дети, думаю, все без исключения в этих стенах выросли. Возникли настоящие телевизионные династии. К примеру, династия Хайруллиных. Резяб Хайруллович был председателем радиокомитета. Его сын Рамиль Резяпович – один из лучших телевизионных операторов. Эрнест Рамильевич – ведущий и руководитель популярной программы «Уфимское времечко». Мама Алины Сулеймановой, жены Эрнеста, Валя Сафарова, вела когда-то программу для детей «Радуга». Дочь Алины и Эрнеста Арина тоже пробуют себя на ниве тележурналистики. Так что четвертое поколение Хайруллиных подрастает. С Хайруллиным еще с его отцом начинали работать. Тогда еще на радио я немножко работал. С ним работал. Потом вот через некоторое время пришел его сын вот Рамиль Хайруллин. Сейчас уже прошла династия. Я и деда не воспринимал, по большому счету, как работника телевидения там, или как работника радио. Для меня он больше был с какими-то книжками, все время ассоциировался. Театральный еще критик был, и все какие-то книжки у нас стояли. И он все писал про оперу и балет. Вот. И про драматургию. Но он был одним из первых председателей радиокомитета в республике. То есть, в принципе, он-то и создавал один из, ну, может быть, и не создавал, но один из руководителей радиокомитета был первых. Потом он вновь вернулся через много лет на телевидение уже главным редактором, по-моему, художественных программ. Мне всегда очень нравилось приходить на телецентр, особенно летом, но это единственное время, в общем, когда в школу не нужно было ходить, можно было так далеко от дома отъехать. Вадим Семенов. Талантливый парень, талантливый фотограф, и прекрасно себя зарекомендовал и в Сочи на Олимпиаде. Считается одним из королем камер slow motion, замедленного повтора. Просто канадцы от него в восторге пищали. Вот это чувствуется, и вот эти детский характер. Иной раз, когда общаюсь с ним, вот, дед проскальзывает. Долгие годы проработал на телевидении главным режиссером Фаиз Фатыхович Вахитов. Здесь же познакомился с будущей супругой. Грената Шамильевна была ассистентом режиссера. Их дочь Гузель Вахитова-Киреева. Она известный режиссер-постановщик многих фильмов и сериалов, в частности, полюбившегося всем «Глухаря». Она начала свой путь в режиссуре на башкирском телевидении. Я еще, когда учился в первом интернате, нас приглашали, ну, здесь мы участвовали вот в живых этих. Там был Фаиз Фатыхович Вахитов, он дочь его работали в Гузель, да. В те годы, как бы, всех, ну, понимаете, компания была, все вот так вот было в куче, и радио, и телевидение. На радио была программа «Ханак идет, Ханак смеется», которую вел Фаиз Вахитов и Галимнур Бекбулатов. И как-то вдруг у нас на телевидении здесь появляется молодая девушка, очень такая энергичная, эмоциональная, такая очень Гузель Вахитова, Гузель Фаизовна. Вот. Очень неординарная, не только в своем внешнем облике, но и вот в своем мышлении телевизионном. Очень неординарный подход в режиссуре телевизионной. Между прочим, мы с ней успели сделать один проект с Гузелькой Вахитовой и Андреем Кривошеем. Был первый и последний выпуск. Назывался «Вечерний коктейль». Вот. Тогда мы помню, что мы смогли затащить сюда в студию Диму Маликова, который был на гастролях здесь. Тогда он еще был только начинающий певец. И тогда это было как-то проще к нему подойти, нежели сейчас. У меня осталось ощущение полного восторга от работы с Гузель, потому что это было настолько нестандартно для нашего телевидения тех лет.
Это было настолько свежо, молодо, задорно. Альфия Юсупова, руководитель творческого объединения «Салям», дочь диктора Римы Хусаиновой. Каждое утро мы просыпались, услышав ее голос. «Доброе утро» в эфире «Башкирское радио». Сын Альфии Тимур – популярный телевизионный ведущий. Айфулла Валеев, покойный, работал главным режиссером на радио. Вот его дочери работали, его внук здесь работал. Минигали Алай, я когда пришел на радио, он был замом по радио, а потом его сын сейчас возглавляет БСТ, не только БСТ, а ТРК Башкортостан. Наталья Бирюкова, дочь Светланы Авдюшева, известный художник, оформившая многие телевизионные проекты, режиссер клипов, фильмов, программ. Она еще в школу не ходила, она уже у меня здесь, ну, с детства самого, где-то лет с 5 она у меня здесь крутилась, и она студию знала уже досконально. И она, когда закончила сначала училище искусств, пришла сюда работать. И работала художником-постановщиком, потом в режиссера перешла. Дочь монтажера Венеры Хабировой Гульнара, режиссер-постановщик многих передач и фильмов. Гульнара, да, это вот классический телевизионный ребенок. Тот человек, которому профессия передается по крови, да, по наследству. Рассказывают истории, да, что она вообще лежала кульком на рабочем столе, да, в пеленках, на рабочем столе ее мамы. Ее мама была монтажером, да, и вот в этих пеленках это, и первые Булькины игрушки эти были, вот эти пеленки. Может быть, это тоже сыграло свою роль. История продолжается. О том, как изменилось техническое оснащение телевидения за эти десятилетия, размышляют наши герои. Поясню только для непосвященных, что ПТС – это передвижная телевизионная станция, АСБ – аппаратно-студийный блок, АСК – аппаратно-студийный комплекс, КРА – коммутационно-распределительная аппаратная. Итак, как это было и как теперь стало. В то время достаточно тяжело работала техника. Часто вылетали проекционные камеры или телекамеры, которые работали внизу. Понятие трансфокатор было в то время не было у нас. У нас мы знали длиннофокусное или там короткофокусное расстояние, включали кнопки и потом ждали 5 или 10 или 15 секунд. Он переворачивался и вставил, потом фокус набирали. Вот такие сложности были. И вот переход на видео, это очень интересный был переход. Я сама помню, как я первый раз выезжала на ВХС снимать, и тогда не понимала даже головой, что звук тут отдельно не пишется, а все пишется уже вместе. Валерий Валиков, значит, когда я привезла материал, сидит в аппаратной и смеется. Я захожу, я говорю: а что ты смеешься, Валера, что смешного-то? Ты, говорит, подойди, послушай. Я говорю: а что? Там звук тоже, что ли, записался? Он говорит: послушай, послушай. Я смотрю, а там как это самое, я ругаю оператора Мухамадеева. Он не только оператор, еще и мой муж, поэтому я имела право как-то по-особенному там. И вот, значит, это так делай, так снимай, ну, учу по-своему. И вот так хохотал Валиков над этим. Потом я уже начала так осторожно все уже работать. Думаю, оказывается, здесь все записывается, здесь надо уже по-другому. Я помню, в 90-м году, когда я пришла, была всего одна ТЖК-камера. Тогда работали в студии в основном. Были прямые эфиры, были кинокамеры еще. Вот я выезжала с Алянусом Бектимировым, я выезжала с Эдуардом Загидулиным, с кинокамерами. И была одна ТЖК-камера, за которую была всегда такая вот борьба. Вставали в очередь, чтобы заполучить эту камеру, но она, конечно, казалась просто чудом. У нас порядка 20 камер, и формат их поменялся, и носители, мы уже давно ушли от ленточных технологий. Сегодня мы работаем уже на, так сказать, безленточных технологий. Основой, как бы, этой технологии, не основой, а важнейшим звеном является хранение данных. Вот и тот архив, который в компании накопился за эти годы, он успешно оцифровывается сегодня. Я вспоминаю, как это было в 91 году.
Ну, это сейчас я просто думаю, как мы работали, я не знаю. Во-первых, садишься, значит, от руки что-то там пишешь, какой сценарий, несешь в машбюро. Там, значит, девушки там напечатают что-то. Потом ты смотришь, ага, ошибочки там, этим штрихом там какие-то эти замазываешь. Потом снимаешь. Потом я еще ведь кино застал, когда даже новости еще на кино снимали. Потом появились, значит, первые у нас видеокамера, да, первая камера, значит, ТЖК у нас появилась, и одна монтажка, значит, вот. По-моему, на камере у нас фонист начал Валеев, по-моему, работать, вот, а за монтажным столом сидел Валера Валеков. Первый был наш монтажер. Вот с этого начинали. Изменилось, наверное, там внутреннее содержание в концепте, так сказать, использования современных спецэффектов для того, чтобы украсить этот материал, который мы сейчас подаем вот в новом контенте. Количество материала не было такого большого, как снимается сейчас. И поэтому наша новая современная техника позволяет это делать гораздо больше, чем это делалось раньше. Коллектив цеха ТВ, это тот нынешний цех, в котором сейчас я работаю, он обновился, конечно, процентов, наверное, на 60. Старый костяк существует, слава богу, потому что невозможно воспитать сразу инженера цеха телевидения. В телекомпании постоянно ведется работа по сотрудничеству с высшими и средними техническими учебными заведениями. Ну и не техническими тоже, конечно же. Молодые люди проходят практику еще студентами. Сотрудники наши смотрят, кто способен, кто не способен, кому интересно работать, кому нет, кто попал туда, куда хотел бы, а кому-то надо искать другое место. И как результат сотрудники, прошедшие у нас практику, не сотрудники, а студенты, прошедшие у нас практику, остаются, приходят к нам на работу. ПТС – это достаточно особый участок, и, как говорит Владимир Николаевич Житков, это тогда он был начальником цеха ПТС, что это экипаж подводной лодки. Все мы работаем в одной команде, и технари, и творческие работники, и никто не имеет права уже сойти с дистанции. Это было, пожалуй, все. Это все этапы моей жизни. Но мальчишка я пришел сюда, ушел в армию, пришел уже возмужавшим. Это прекрасные учителя. Это Марсель Абдулович Галеев, который долгое время у нас был начальником передвижной телевизионной станции. Это ряд людей, которых уже нет с нами. Это Александр Сергеевич Пархимович. Очень много лет вся Башкирия его, наверное, слышала, работала смена инженера Пархимовича. Это Виталий Егоров, которого тоже нет. Михаил Николаевич Петров, Александр Шелуха. Всегда была гордость за то, что мы работаем на телевидении. Когда работаешь в коллективе влюбленных в свое дело людей, операторов, режиссеров, редакторов, всех, кто вот меня окружает, просто, я не знаю, я не смог никуда шагнуть ни вправо, ни влево. Меня встретили старики, так называемые сторожилы в ПТС. Это Владимир Николаевич Житков, Валерий Ефимович Езерский, Фанис Каримов, Колотилин Коля, Михаил Иванович, мы его называли дядя Миша, наш один из тех водителей, один из самых старых, и Сергей Петрович Корякин. Вот это поколение инженеров, тогда АСБ, парно-студийного блока, передвижной станции, у них был Валера Езерский. Отлично понимал, с кем работает. То есть, человек был тоже амбициозный, конфликтный, сколько можно было быть конфликтным. И спорили при мнении, да, и не то, что спорили, и ругались. Но при той технике без них было не совладать с этой же техникой. Они умели с ней совладать. Они умели вот эту просьбу, требования и амбиции оператора и режиссера как-то совместить с возможностью камеры. ПТС работал всегда в режиме прямого эфира. А прямой эфир накладывает на всех людей особую степень ответственности. И работать можно только отлично.
И других оценок больше быть не может. Взять даже недалеко, если пойти, то это трансляция хоккея, скажем, да, со Дворца спорта. Трансляции спектаклей писать надо это на передвижной телевизионной станции. Это тоже сложный процесс, привычная работа. Но это для нас привычная работа, но тем не менее это сложный технический процесс и очень сложная подготовка. Ведь не просто пришел, сел, тебе все приготовили. Ты хотя так и положено, ты как пилот сел и сидишь, пилотируешь, создаешь баланс, все остальное, значит, частотную характеристику регулируешь, комментаторов, все остальное, потом переходы с одного плана на другой, звуковые планы имеется в виду. Ну, там свой процесс технологический. Ведь суть не в этом, это простота того, что ты видишь в кадре, это итог работы. Мы поменяли оборудование в монтажных аппаратных, все монтажные места, рабочие столы, подтянули, так сказать, к формату HD. То есть файлы, которые раньше снимались на камеру в формате SD, занимали меньше места. И обработка этих файлов при монтаже занимала меньше времени. Ну и, соответственно, меньше объемы. А файлы, которые пишутся сегодня на камерах в формате HD, а наша телекомпания в этом формате пишет и сюжеты, и всего, и монтирует их. Именно отсюда на все кабельные каналы в эфир наш уходит вещание нашего телеканала БСТ, также телеканала Тамыр, а также телеканала Курай. За моей спиной находятся их мониторы. Лет 15 тому назад сказали, что вот ты будешь работать в такой компании, где уже практически все автоматизировано, и где там уже такой смонтирован такой конвейер, да, где, ну, в принципе, материалы и, в принципе, организация процесса вот нашего производства, оно не уступает, можно сказать, федералам. Я бы тогда не поверила. Я понимаю, что эта основа была заложена еще вот лет 15 тому назад, но большая часть, она вот именно в плане обеспечения техническом сделана это уже вот при нынешнем нашем руководителе, да, Галиме Негалевич, в этом плане, конечно, на шаг вперед идет. Я иногда удивляюсь, вот, когда он говорит, вот надо делать вот это. Потому что придет вот такой-то, такой-то вот период, и ты мне еще вот скажешь спасибо. Зачем это нам нужно? Вот зачем нам усложнять и без того сложную нашу жизнь? Начинаешь так говорить, смотришь, а вот у нас шеф-стратег, он уже на 3 шага вперед все это продумал, и он знает, что действительно вот надо архивировать, допустим, архив, да, в цифровой перевести там, или где-нибудь в облачном хранилище сделать. А он-то, оказывается, был прав, потому что мы все к этому уже пришли, потому что время уже такое, что надо уже хранить немножко в других форматах, в других условиях. Инженеры монтажа на телевидении, так же, как и операторы, фигуры знаковые. В иные монтажки устанавливается очередь. Филюс Кунафин был в числе самых востребованных монтажеров. Теперь он заместитель главного инженера. Рузбек Сайфулович и Рафаэль Султанович, тогдашние начальники цехов, как бы устроили там мне допрос, что я знал. Вот. После этого где-то через месяц, там, может, конкурс какой-то был, вот я устроился инженером видеомонтажа. Это было очень такое новое для меня направление, потому что всегда считал, что телевидение и телецентр – это такой центр культуры, где люди ходят только в костюмах, в каких-нибудь вечерних платьях. Ну, это как бы такое мнение обывателя. Ну, в принципе, многое и подтвердилось, по большому счету. Цех видеомагнитной записи, он тогда был небольшой, там было около 15-18 человек всего. Были съемки, монтажи и в ночное время, и в выходные дни. И это не казалось чем-то из ряда вон. У нас руководство, можно сказать, выгоняло после монтажа, типа, что вот вы делаете по выходным. Мы в выходные приезжали сюда, какие-то сами для себя монтировали видеоклипы, ну и изучали аппаратуру. Как бы для нас очень интересно было как бы это направление.
в 9 часов монтаж начинался, и в 21:45 он должен был закончиться. Сейчас даже смешно вообразить, да, что получасовую программу можно делать за 2,5 часа. Мы много с кем там, с монтажерами работали, там Роберт Траупов был, Тимур Бектимиров. Там, помню, была тогда первая 7-я монтажка цифровая, и мы сидели, монтировали ее там до 3 ночи, до 4 ночи, нас выгоняли охранники. Энтузиазм был и воодушевление от работы. Мы реально удовольствие и практику получали от именно присутствия на работе. И то, что такой вклад делаем, очень постоянно смотрели свои же передачи. А как удивлялись и были рады наши родственники там по городам, по деревням, когда видели в титрах то, что вот там монтажер такой-то, инженер видеомонтажа такой-то. Моими наставниками были Роберт Траупов. Одним из первых была Айгуль Фазылова, затем Ильгиз Ким, Гульшат Валеева меня учила в новостях первоначально работать. Они чуть-чуть постарше меня. А со мной именно почти в одно время пришли Вильдан Магомедов, Тимур Бектимиров. Это такая наша команда молодежи, человек 5-6. Мы именно хотели, точнее работали вместе, придумывали что-то постоянно и вместе же и росли в профессиональном плане. Я всегда вспоминаю Марата Закарина, совершенно замечательного человека, который превращал монтаж в состоянии это было все, это было и творчество, но это было отношение внутреннее. Компьютерная техника появилась у нас с 1997 года. Это когда для телерадиостудии «Тамыр» была куплена так называемая видеомашина. Это был первый монтажный компьютер для телевидения. И мы с Тимуром Бектимировым самые первые туда и пошли. Когда я устроился, было порядка 18 человек, а через 10 лет уже было порядка 55 человек. Постепенно расширялась, во-первых, эфирная сетка у нас, и расширялись парк ТЖК камер и парк видеомонтажных аппаратных. И где-то с 2000 года наступил перелом, когда приобретались только компьютерные монтажки. Затем начальником цеха стал Кулдавлетов Самат Мухаммадович. Я думаю, это один из самых умных людей, которые работали на телевидении. Очень светлый ум. Раньше вещание производилось с магнитофонов и с видеолент. В аппаратно-студийном блоке стояла гора кассет, и по плейлисту, который распечатан был, эти кассеты вставлялись друг за другом, и происходило вещание с них. А с конца, получается, 2000-х годов мы перешли уже на автоматизированное вещание с серверов. И вспоминается, что заканчивали монтировать за 5 минут до эфира, и ассистент режиссера или режиссер с криками бежал в студию: «Расступитесь, у меня эфир», успевал воткнуть кассету в магнитофон, за 10 секунд ее выставить и успеть нажать кнопку по команде режиссера. Не выходя из комнаты, из этой комнаты, можно сделать программу, я же говорю. На компьютере набрал, там же на компьютере смонтировал. То есть я считаю, что просто изменения произошли просто колоссальные. Просто колоссальные. И причем я ведь не на острие этого развития нашего технологического прогресса. Там, может быть, новостейщики больше, поскольку у них там есть какие-то там, чтобы на месте включения делать, эти переносные, это все. И то, так сказать, для меня это как будто, перепрыгнуть из каменного века, в современность. Вот что произошло на телевидении за 25 лет. Сейчас мы находимся в помещении, где имеется кассета различных форматов. Это помещение предназначено для того, чтобы весь материал, который был скоплен на телевидении и в нашей видеотеке за десятилетия, мы его переводим в цифровой вид. Это называется оцифровка. Ленты имеют срок годности. После 10 лет магнитолента начинает обсыпаться, и мы можем потерять тот золотой фонд, который с 90-х годов у нас накопился. Это порядка 12-13, по моим данным, тысяч кассет.
вот, различных форматов. И его нужно нам оцифровать. Для того, чтобы будущим поколениям было, точнее, знали, что тут происходило в Республике Башкортостан, в Уфе.